Если российские силовики стоят и за олигархами, и за политическими партиями, то уж за кыргызскими силовиками это подавно. Но как-то наши силовики особой силы не показывают, или их интересы не совсем совпадают с задачами тех, кто стоит за их спиной. Об этом должны бы хорошо знать бывшие премьеры, которые на неделе обсудили вопрос, каким должен быть новый премьер. О круглом столе эксов подробнее Андрей Токумбаев. Нужны ли реформы в новом правительстве и возможные кандидаты на должность премьер-министра? Дискуссия на эту тему состоялась в понедельник в Бишкеке с участием ряда политологов и 6 экс-премьеров. Заседание прошло в формате круглого стола и ставило своей целью помочь с выбором тем, кто еще не определился, за кого будет голосовать на предстоящих выборах. По результатам ряда соцопросов большинство избирателей так и не знает, кому отдать свой голос. Это происходит от того, что они не вполне четко осознают, какие социальные, политические и экономические проблемы предстоит решить обществу, уверен инициатор встречи. Мы подумали о том, что сегодня очень важно определить, какие социально-экономические задачи стоят перед нашим обществом, перед нашей страной и перед правительством, которое будет сформировано после того, как будет избран новый состав Чугулка Кенеша. А единомышленник Армушева сообщил, что встречу организовал Международный конгресс политологов, созданный в прошлом году. Собрались политологи из разных стран. Из Кыргызстана, России, Узбекистана, Казахстана и других стран. Организаторы уверены, что состоявшаяся дискуссия не будет последней. Таким образом, на этой площадке будут обсуждаться все злободневные проблемы, политические процессы, будут даваться рекомендации по тем или иным процессам, которые проходят в наших странах. На встречу пригласили 6 экс-премьеров – Апаса Джумагулова, Турсунбека Чингышева, Амангельды Муралиева, Феликса Кулова, Куланычбека Джумалиева и Темира Сариева. Политологи попросили их поделиться своим опытом работы на посту главы Кабмина, причем акцент делался на совершенных ошибках. Какие у них были оплошности, что они не доучли в последующем, если новый премьер придет. Какие он должен принять меры, чтобы не совершить тех промахов, которые они в то время совершили. Разбирая былые ошибки, Амангельды Муралиев отметил, что глава Кабмина должен в первую очередь осознать ситуацию, в которой находится страна и мир. Я вот думаю, премьер-министр должен будущий сказать, определиться, где мы находимся и с чего начать. Что тянуть в первую очередь? Энергетику тянуть, что ли? Или что-то еще? В общем, нужно определиться, найти ключ к тому, чтобы сформулировать эту антикризисную программу, я так ее называю. По мнению экс-премьера, помимо пандемии коронавируса, которая, к счастью, уже идет на убыль, в мире другая проблема – финансовый кризис, начавшийся еще до возникновения ковида. Смертельно опасная инфекция лишь усугубила ситуацию, парализовав немало процессов экономики. Потому в нынешних условиях премьер-министр должен быть прежде всего кризис-менеджером. Должна быть в любом случае антикризисная программа. Но такой программы сегодня нет ни у одной из партий, которые участвуют в парламентских выборах, сказал Муралиев. Ни одна партия не говорит о кризисе, о ситуации и не говорит об антикризисной программе. Нет ее. Вот, почитайте программы. Муралиев утверждает, что все предлагаемые сейчас избирателям в качестве предвыборных обещаний действия представляют собой лишь полумеры, но не путь решения проблемы. Одни говорят, мы налоги снизим, другие говорят, мы там ликвидируем должность президента, сократим парламент, но никто не говорит о той ситуации, которая сложилась в мире, и в том числе в нашей стране. Нужно найти главное – концепцию, которая будет представлять собой ключ для формулировки антикризисных мер, считает Муралиев. Но именно отсутствие таковой послужило одной из причин глубокого кризиса власти в 2004 году, когда Амангельды Мурсадыкович был министром экономического развития, промышленности и торговли. А в период с 1999 по 2000 годы, когда Муралиев был премьером, стал временем активного формирования авторитарной системы правления Акаева. Слова своего коллеги дополнил Темир Сариев. С его точки зрения, ни один из тех, кто вполне может стать следующим главой Кабмина, не обладает стратегией, но в условиях кризиса она необходима как никогда. Вот в этой стратегии развития, во-первых, что должно быть? Сроки.
что мы будем делать, в какие сроки. Ответственный, кто будет делать, кто будет отвечать. Источники финансирования обязательно. Мы об этом забыли. Отсутствие четкой стратегии рождает обещания, которые иногда противоречат друг другу, отметил Сариев. Вот сегодня говорят, вот мы сделаем пособие для новорожденных 50 тысяч сомов. Но в то же время говорят, мы закроем заводы, мы не будем давать возможность работать. Одна из причин провала реализации политических программ – чрезмерное увлечение популизмом и стремление потакать интересам толпы, предупреждает политик. Вот мы в последнее время слишком увлеклись популизмом. Слишком увлеклись популизмом. Мы понимаем, когда идет агитационный период, что-то можно озвучивать. Но человек, который идет и хочет взять ответственность, он должен в глубине понимать. Экс-премьер также посетовал, что большинство баллотирующихся сегодня депутатов те же самые, что и ранее были в парламенте. Этот факт нужно применять как данность. Мол, это тесто, из которого сделана наша власть, и другого теста пока нет. Без этого невозможно. Вот человек, который проработал премьер-министром, и когда принималось решение, если без поддержки, без понимания, это будет очень тяжело. И мы просто будем буксовать, как вот машина заходит в болото, газует, а колеса на месте крутятся. Кстати, о пробуксовках и тесте, из которого сделана наша власть. Темир Аргенбаевич 11 апреля 2016 года ушел с поста премьера со скандалом, связанным с тендером по реконструкции автодороги. Министр транспорта и коммуникаций тогда обвинил премьера в ряде нарушений, и Джогор Кокинеш отправил его в отставку. Но это не помешало Сариеву стать кандидатом от партии Акшумкар на выборах президента в 2017 году. А вот по мнению экс-премьера Апаса Джумагулова, для улучшения потенциала и перспектив страны нужно усердно работать. Лишь в этом случае, сказал политик, потенциал страны будет реализован. Хозяйственник и горный инженер Апас Джумагулович руководил правительством дважды – в советское время и в годы независимости. Тогда он не смог решить проблему разработки золоторудного месторождения Кумтор на выгодных для Кыргызстана условиях. А вот по мнению политолога, одного из организаторов встречи, премьер-министр должен быть эффективным звеном между законодательной и исполнительной ветвями власти, к чему его обязывает конституционная реформа 2016 года. Но и это не главное. Пандемия COVID-19 показала, что люди, в принципе, ожидали запрос на ежедневное решение не просто политических, а социально-экономических, образовательных, культурных потребностей человека. Да? Вот возникает каждый день проблема, она должна каждый день решаться. Включение в такой режим работы требовали от правительства экстремальные условия пандемии, дополняет политолог. Но в период ее наибольшего обострения парламент ушел в отпуск, выразив тем самым свое безразличие к проблеме. А привыкшее работать в своем обычном инертном режиме правительство не смогло вовремя и адекватно отреагировать на меняющуюся ситуацию. Такое даже в относительно спокойные годы раздражает граждан, но во время ЧП степень ответственности многократно возрастает, и неэффективность работы может повлечь гибель более 1000 или даже 1500 человек. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.